Автовладельцев столицы проверили на наличие задолженности перед энергетиками. Якутскэнерго совместно со службой судебных приставов и инспекторами ГИБДД провели акцию под названием «Дорожный пристав». Как тормозили неплательщиков и как сами автолюбители отнеслись к такому повороту. Репортаж Саргаланы Захаровой. От зоркого глаза дорожного пристава не уйдет ни один должник. Номер машины моментально пробивается через базу ГИБДД и судебных приставов. Если долг имеется, то сотрудники службы передают информацию об автомобиле инспектору ДПС, который находится чуть дальше поста. Данные водителя перепроверяют. Долг подтверждается, оплачивай или езжай с клеймом уведомлением. По выявленным долгам должники некоторые сразу оплачивают. У нас организована выездная касса энергосбыта, а также работает касса Федеральной службы судебных приставов. Некоторые идут сразу заключать соглашение о реструктуризации долга. Сейчас нет у меня денег. Значит, вам надо договор реструктуризации заключить. Ну, это туда надо идти? На Федора Попова, 21. Ага. Бывший магазин «Манчар». Ну, я знаю где. 36 тысяч договорить. Да. Понял. Взяли и остановили. Никогда не останавливали, тут остановили первый раз. Будете оплачивать? Придется. Одни были в курсе накопившейся задолженности, для других это стало неприятным сюрпризом. Знали то, что есть производство? Нет, не знала. А как думаете, что вот это вот правильно, что они так останавливают? Нет, я считаю неправильно. А почему? Ну, потому что они должны как-то извещать людей. Лучше узнать о долге за рулем автомобиля, чем в аэропорту перед вылетом. В мае этого года невыездными из-за долгов стали 2 миллиона россиян. В списке злостные неплательщики по коммунальным услугам. Долг якутян только перед энергетиками – 3 миллиарда, 7 миллионов рублей. Ежемесячно цифра увеличивается на 16 миллионов. А ведь эти деньги могли пойти на модернизацию и оснащение энергообъектов. Саргалана Захарова, Джулас Иннокентьев, Якутск.